Вот вы возглавляете общественный наблюдательный совет уже 2 года. Какая реформа с вами произведена? Вообще задача наблюдательного совета в чем состоится? Задача наблюдательного совета, она четко расписана в законе. Не, мы знаем, вы скажите, я от вас хотел услышать, что вы за 2 года что сделали в этом направлении? За 2 года сделано немало мероприятий мы провели, немало вопросов обсуждали. Но понимаете, у нас тоже руки коротки. Мы не можем вот настолько уверенно, гарантированно, да, что-то изменить кардинально. Почему у вас руки короткие? Вы скажите. Ну что вам сказать? Если у вас руки коротки. Я могу перечислять сейчас полчаса, что мы сделали. Но для этого у меня времени хватит. Пожалуйста, я вам письменно отправлю отдельно то, что сделано. И вы только Карабекова заменили на это нового директора, я так больше ничего не вижу. Но наблюдательный совет – это общественный телеканал или государственный? Вы скажите. Я вам еще раз повторяю. Я вам еще раз задаю вопрос. Это общественная телекорпорация или государственная? Это как раз вот вы принимали закон, вы написали. Это государственные предприятия со статусом общественного. Вот в этом противоречии мы сидим на 2 стульях, мы не знаем, как быть дальше. Надо было принимать или общественный телеканал, или государственный. Нам бы было проще, без головной боли. Мы сейчас не знаем, куда смотреть. Надо, вот вы правильно сказали, надо уходить от этого. Для этого есть наблюдательный совет, надо вносить законы, поправки. Надо стать общественным, независимым от государства. Вы согласны? Совершенно правильно. Акнет живет же абонентской платой. Когда мы перейдем на это? Если вы от государства, из бюджета будете получать деньги, вы постоянно будете зависимы уже от них. Мы свою шкуру чувствуем, что политику. Понимаете? Так? Ну правильно, вот я говорю, общественный, она просто название, статус, да? Фактически мы этого уровня еще не достигли, потому что там есть государственные предприятия со всеми вытекающими отсюда последствиями. Ну, надо же статус общественный. Я об этом и говорю, Джебар Джекшевич, надо подходить, к этому идти надо. Или мы так долго будем как балласта висеть? Я думаю, это в ваших руках, уважаемые депутаты. Если закон вы пересмотрите... И в ваших руках. Вот для этого есть наблюдательный совет, статус, вы посмотрите, вот даже задачи ваши. Не только выборы директора, и также вы даже сейчас полностью реформированы, она должна независимой стать. Вы понимаете, контенты у вас, вы проводите эфирное время, у вас правление, исполнительные органы у вас находятся, вы их назначаете, вы контролируете. Ну давайте реформировать в этом отношении, Джебар Джекшевич. Что мы, невозможно же это все сделать, чтобы перейти уже общественный был, чтобы люди перешли на абонентскую плату, как в западных странах, она независимой станет. Тогда передача будет интересна и доступна для всех. Или не так? Вы правильно сказали. Мы тоже хотим, чтобы это было действительно полноценное общественное телевидение. Иначе мы никогда не сможем, вот, понимаете, вот, критику не можем, всегда будет критика в наш адрес. И поэтому у нас определенно есть, вот мы там работаем с некоторыми ассоциациями именно по улучшению закона о ГТРК. Потому что мы должны поправку внести. Там много вопросов есть. Но мы не имеем, мы не субъект, понимаете, законодательной инициативы. Мы не являемся, поэтому ваша поддержка нужна. Если вы действительно депутаты, кто-то будет поддерживать, мы всегда готовы, как рабочая группа, просто как сделать все, что... Я думаю, депутаты всегда готовы вас поддержать. Депутаты готовы всегда вам оказать содействие в этом направлении. И если вы несете действительно действенные предложения так в этом направлении, вы же изнутри более видите, вы же занимаетесь этим реформами. Наблюдательный совет. И вы должны вот те изъяны вы должны подсказать, сказать, внести. А то, что вы получаете деньги, я еще раз повторяюсь, и хотел бы узнать, какая вообще средняя заработная плата ваша сотрудников и какая численность? У нас очень большая заработная плата, у нас 0,000. Мы не получаем ни одну копейку. И представьте себе, кто сейчас работает бесплатно, на общественных началах, на чувствах патриотизма. Вы закон приняли так, что мы ходим сюда, как, понимаете, вот, как будто мы обязаны отчитываться перед вами. Но мы не получаем, абсолютно ничего не получаем. Мы бесплатно работаем. Это закон вы так приняли. 10 секунд. Это Джебар Джекшевич. Конечно, вы говорите так, что я говорю не о том, о зарплате. Вы, если будете еще получать зарплату, то вообще вы зависимым станете.